Ассаламу алейкум. Приветствую вас, друзья. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 18 апреля 2022 года. 18 часов по Берлину и 19 часов по Джохару. Друзья, приветствую вас. Так. Как обычно, начать я бы хотел бы с сообщения со страницы Facebook Генерального штаба Збройных сил Украины. Давайте я зачитаю сперва информацию, которая буквально 2 минуты назад выложена на этой странице от генерала Валерия Залужного, главнокомандующего вооруженными силами Украины. Конец. Ну, пока вы собираетесь, я как раз прочитаю, и потом все желающие смогут увидеть то, что мы тут в начале говорим. Так, конец второго месяца сопротивления Украины полномасштабного вторжения РФ. Силы обороны дали достойный ответ агрессору на северном и северо-восточном направлениях. Полностью освобождены территории Киевской, Черниговской и Сумской областей. При этом призываю жителей этих регионов быть осторожными, так как подлый враг оставил много мин, пастбищ, растяжек, которые создают потенциальную опасность для жизни мирных жителей, особенно детей. Просим быть бдительными и информировать военкомат и ДСНС о подозрительных предметах. Удалось устранить прямую угрозу столице Украины. Города Киева. Однако опасность ракетных и бомбовых ударов сохраняется для всей страны. Прошу сограждан соблюдать требования безопасности при сигналах тревоги и с пониманием наличия фортификационных сооружений, блокпостов и усиленных мер контроля, которые имеют место в условиях военного положения. Просьба также воздержаться от размещения в социальных сетях и СМИ постов о последствиях вражеских обстрелов в режиме реального времени, а также информации об объектах, которые могут стать потенциальными целями для поражения противника. Ситуация на юге под контролем. Угроза с моря значительно снижается благодаря затоплению флагмана Черноморского флота России. Однако опасность высадки морских и воздушных десантников сохраняется. В этой связи продолжаются меры по усилению антисептической обороны, в том числе за счет материально-технической помощи стран-партнеров. Я еще раз напоминаю, так как перевод с украинского может быть немножко звучать не по-русски, что в принципе хорошо. Силы обороны твердо обеспечивают защиту Николаева от предполагаемых попыток противника возродить наступление и уничтожить врага в пригороде Херсона. Не даем врагу возможности двигаться в сторону Запорожья. Героическая оборона города-героя Мариуполя продолжается. Вооруженные силы Украины принимают все возможные меры для поддержки защитников города. В частности, уничтожение Саратовского десантного судна в порту Бердянска снизило риск высадки десантного парашюта и огневого удара с моря. За последние недели противник перегруппировал силы и средства на востоке и пытается прорвать оборону в нескольких направлениях, сосредоточив основные усилия за Изюмом. Военное командование обеспечивается укреплением обороны, в первую очередь противотанковых и противовоздушных средств. Российский спаситель ухудшил гуманитарную ситуацию в Донецкой и Луганской областях. Спаситель в кавычках. Несмотря на преобладающие силы противника на некоторых направлениях, благодаря приобретенным навыкам командиров и боевому опыту наших солдат, мы способны противодействовать атаке, нанося значительные потери противнику.
Сохраним мораль и веру в победу. Слава Украине! Героям слава! Так, далее, как вы видели, на заставке уже я выставил потери, которые по традиции я бы тоже хотел сейчас зачитать, чтобы тоже это было в видеоформате. Итак, личный персонал, да, личный состав. Ликвидировано около 20 600 человек, танков 790, боевых бронированных машин 2041 единица, артиллерийские системы 38 единиц, РСЗВ 130, ППО, да, воздушный, самолет 167, вертолетов 147, автомобильной техники 1487 единиц, корабли и лодки 8 единиц, топливные баки, вот эти бензовозы 76 штук, БПЛА оперативно-тактического уровня 155 штук, спецтехника 27 штук, сочные мобильные системы СРБМ 4 штуки. Данные обновляются. Бейте оккупанта, вместе мы победим, наша сила в правде. Удари оккупанты, давайте победим вместе. Ну и на затравку, как говорится, включаем сейчас, одну минутку, музыкальная, как говорится, пауза, чтобы мы могли увидеть воочию. Відірвало йому, струною забув.
Слава Украине! Слава Украине, друзья! Так, я не смотрел эту песню и предположил, что если она на странице, странице Генерального штаба ЗСУ, то, конечно же, она должна быть веселая. И она духоподъемная и веселая, друзья. Очень хорошо. Так, победа будет за нами, враг будет разбит, враг на самом деле, без преувеличения, без какого-то там успокоения и так далее. Враг паники просто в критическом состоянии находится, в морально-психологическом критическом состоянии находится враг. И именно поэтому разговоры идут по нанесению ядерного удара, что, конечно же, это не исключено. Нанесение, как вчера Сотник у себя выложил, ему там поступила информация, там чуму они могут, биологическое, бактериологическое оружие применить. В этом тоже нет ни малейшего сомнения. Сделать могут они все, что угодно. Там единственная проблема, главное, чтобы на них не подумали. Вот самая главная задача. Надо как-то это сделать так, чтобы на них не подумали. И когда мы озвучиваем информацию, да, что они там могут нанести удар, что вот они, вот я не сторонник того, чтобы нагнетать там и так далее, и вынужден был, так как уже посчитал, что могут нанести удар, вынужден был об этом сказать. И когда мы сравниваем, параллель проводим, что они взрывали свои дома, что они сами русские об этом знают. У Пивоварова редакция есть такой канал, YouTube канал, да, на нем, если вы зайдете, там он снял несколько месяцев назад ролик про эти взрывы домов, и там комментарии, ну все знают, все русские об этом знают, абсолютно все. Там нету никого, кто говорил бы, что не может быть, это не они и так далее. А есть единственная Латынина, которую почему-то приглашают, там, ей дают интервью российским, украинские журналисты, там, она у них там еще почему-то рукопожата. Вот она считает, что нет, это делали не ФСБшники, она считает. Остальные все в России знают, что это делали ФСБшники. Поэтому такие вещи нужно для того, чтобы предотвратить, нужно их иногда озвучивать. Конечно, этого бояться не надо, что бы там ни произошло. Конец России неизбежен. Россия терпит колоссальные потери. Сейчас стягиваются войска в зоне Донбасса. И там они собираются дать бой дать. Но, как мы знаем, Украине поставляется очень мощное оружие. Очень сильное оружие поставляется. Поставляются дроны камикадзе. Есть специальные дроны, которые не камикадзе, которые мощнее байрактаров. И это еще не Global Hawk. Я забыл название. Как же он называется? Раптор, по-моему. Раптор 9, по-моему, называется. Хищник, по-моему, это означает. Вот они могут там 1500 километров лететь и так далее, и так далее. От границы Украины до Москвы 500 километров. Можно, в принципе, Украина может применять эти рапторы по Москве, по бункерам Путина, вычислять, и разведка может вычислять, где прячется Путин, где находится. Также можно с территории Грузии или с Азербайджана или с Турции отправлять, уничтожить Кадырова, Демельханова, Даудова и разных других одиозных русских террористов, говорящих на чеченском языке. И вот нужно в этом направлении работать и понимать, что победа будет за нами. Они будут, конечно, они не ожидали, русские фашисты, такого колоссального разгрома. И они рассказывают, что они там, у них все там на мази, все они контролируют и так далее. Никогда в своей жизни русские не убрали бы свои войска
из-под Киева, если бы у них все было на мази. И никогда бы они не совершили бы тех кровавых преступлений в Буче и там, в других населенных пунктах под Киевом, если бы они были уверены, что они уйдут оттуда. Они были уверены, что они уже не уйдут, что они зашли, будут штурмовать, что и так далее, и так далее. Но были вынуждены уйти. И когда уходили, так спешно пришлось им покидать это место, что они даже не убрали эти трупы, как они их убрали в Мариуполе. В Мариуполе они зачистили, забрали все трупы, как у них, как известно, есть передвижные вот эти крематории, в которых, скорее всего, они сжигают. В Чеченской Республике они поступали иначе. Они сжигали на покрышках и в реку сбрасывали тела, останки тел на автомобильных покрышках. То же самое, без сомнения, они делали и в Украине тоже. Ну, сейчас, как видимо, большое количество было и в Чечне, но крематорий тогда, может быть, не было. Даже в 2017 году, когда они массово казнили по приказу Игоря Хвостикова, главаря банды УФСБ по Чеченской Республике, Игоря Хвостикова казнили, когда они десятки, по некоторым данным, около 100 молодых людей. Тогда они тоже хоронили их там в разных местах, сжигали на покрышках и так далее, и так далее. Раньше русские еще делали так. Трупы обкладывали взрывчаткой, противотанковой миной, взрывчаткой и подрывали. Причем и даже не трупы, живых людей точно так же они подрывали. Неоднократно это есть такая, была, ну есть эта информация. Или Риппер, да, Литвин Риппер называется. Так что вот такие вот дела. Михаил Мансур, здравствуйте. Асна, Харьков на связи. Витаю вас, Харьков. Михаил, здравствуйте. Так, слава Украине, Лариса Макарова, здравствуйте. Лариса Эрлен Серикбаев, слава Украине, победа за нами, Казахстан с вами. Аллах, Казахстан, Эрлан, приветствую вас, героям слава. Так, Иса Медаев, браво Украине, враг не сможет сломить волю украинцев. Да, не сможет, однозначно не сможет. Так, Аслан, сколько долларов РФ потратила на войну? Эд, я не знаю, я сейчас не знаю. Я вот была тут информация по Форбсу, я скриншот сделал этой информации и выложил. Речь там шла только о самолетах и вертолетах и кораблях. Около 3 миллиардов долларов это уже обошлось. 3 миллиарда долларов. Ну, сколько танков, вот мы буквально только что смотрели, сколько там танк стоит, то это можно легко посчитать, но мы сейчас не будем этим просто заморачиваться. Это только лишь уничтоженная техника, про 20 600 уничтоженных русских оккупантов. Вообще молчим. Про там, ну, все остальное, ну, невероятно, конечно, большие потери, ну, расходы, война, это есть война. Они не ожидали, что у них так все это развернется, что они так одним десантным полком за 48 часов тогда Павел Грачев хотел взять Грозный. Ну вот, затянулось у них на 20 лет, правда, двое суток. Сейчас то же самое, они хотели взять Киев за 48 часов. Ну вот, посмотрим, на 20 лет это затянется, или на 2 года затянется, посмотрим. Ну, в этом году это последний год России, это решающий год для России. Если в этом году они не решат вопрос с Украиной, то крах России неизбежен. Неизбежен. Крах России неизбежен в любом случае. Даже если проиграет Украина. Даже если они победят Украину, они пойдут дальше. Дальше она уже сталкивается с НАТО и так далее, и так далее. И да, и НАТО втянется. Никто не хочет, чтобы после Украины начали бомбить их города. Поэтому война будет закончена на территории Украины.
Вот так вот это будет. Ну, посмотрим. Так, друзья, давайте я почитаю ваши комментарии. Еще немножко. Так, Леди, Ури, Асламбек, Дени, Шульдамаг, Шавик, Раяна, Шавига, Аслан Лорс, Шавига, Машуоль, алейкум ассалам, приветствую вас всех, друзья, вновь прибывших приветствую, те, кто сейчас не на стриме, а кто потом нас посмотрит, их тоже приветствую. Так что вот, а Юрий не видел этот клип, это новый, видимо, клип. Так, одним воздушно-десантным полком за 2 часа хотел взять Грозный министр обороны. Ну или за 2 часа, да, он или за двое суток, за 2 часа, ну не знаю, не помню ли он точно. Здравствуйте, Санта Харикстан, добрый вечер, Масана. Евгений, добрый, приветствую вас, Евгений. С. Казах, приветствую, Казах. Салам алейкум. Так, друзья. Москва, даже при условии, что мы его модернизировали, он все равно остается старичком в этой военной промышленности. Так, друзья, это я сейчас ставлю. Я бы хотел зачитать обращение от Сергея Волына, командира 36-й бригады. Обращение Сергея Волынь, командир 36-й, это отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, обращаюсь к вам из окруженного Мариуполя. Давайте, друзья, я вот как раз наткнулся на эту, только что свежая новость. И как обычно на канале Реалити вы получаете проверенную, свежую, всегда оптимистично хорошую новость. Но сейчас мы знаем, что в Украине, в Мариуполе окружены наши бойцы, в том числе из 36-й отдельной бригады морской пехоты, из полка Азова и другие военнослужащие. Ну, давайте зачитаем, что говорит командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынь. Обращение командующего морпехами из заблокированного Мариуполя. Я, Сергей Волынь, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, обращаюсь к вам из окруженного Мариуполя. Уже более 50 дней защитники города героически держат оборону, несмотря на подавляющие силы противника и постоянные авиаобстрелы, артиллерийские и ракетные обстрелы. Мариуполь все равно украинский город, что ни говори российская пропаганда. Мы каждый день ведем ожесточенные бои и сдерживаем многотысячную армию врага от наступления. Это происходит ценой сверхчеловеческих усилий и больших потерь. Но нам нужна ваша помощь. Враг взял город в кольцо и держит в заложниках сотни тысяч мирных жителей. Наших военных бункеров удерживают женщин, детей, включая младенцев. В основном родственники наших военных, которые разыскивают россияне, нет тепла, воды и еды. Наши раненые ежедневно умирают в невыносимых муках, без лекарств и средств дезинфекции. Возможности обезболивания давно закончились. Власти Украины договорились с россиянами о гуманитарных коридорах при помощи посредничества президента Турции Реджепа Эрдогана. Однако российская сторона не сдержала слова, и все усилия оказались тщетными. Молим мир помочь эвакуации раненых детей, женщин и тел погибших. Попытка сделать это была слишком мала. Призываем мировых политиков, общественных и религиозных деятелей не быть равнодушным к людям, добровольно не попавшим в Мариуполь. Теперь мы, военные, вынуждены не только воевать с доминирующими силами противника, но и заботиться
но и заботиться о более чем 1000 мирных жителей. Не верьте обещаниям России о зеленом коридоре для военных. Нет никаких сомнений, что это обман, чтобы без боя уничтожить украинскую военную группировку Мариуполя. Мы не сдадимся и будем бороться до конца. Но нашей клятвы на верность недостаточно для освобождения Мариуполя. Городу срочно нужна деблокада. Для этого нам нужно тяжелое оружие. В силах стран ЕС и США предоставить это нам. Тяжелое оружие для защиты Мариуполя спасет украинскую военную группировку. Мариуполь можно спасти. Мы готовы сражаться до последней капли крови. Но мы должны знать, что мир сделал для этого все возможное. Тогда мы готовы сделать даже невозможное для нашей страны. Вот такой вот крик о помощи, к большому сожалению. Большому сожалению, большому сожалению. Большому сожалению. Так. Да, зависает снова. Так, Аслан, почему пишут, что Россия потеряла в 2 чеченских войнах 10 тысяч солдат, а я слышал, что россияне потеряли 80 тысяч солдат? Ну, и Ерлан, во-первых, не 2 чеченские войны, а 2 русско-чеченские войны. Так будет правильно. Или российско-чеченские войны. Ну, 10 тысяч солдат, конечно, они говорят. Они так много чего говорят, если им верить, это как бы себя не уважать. Вообще ссылаться на них, это можно только в редких исключительных случаях, когда ты понимаешь, что они там заинтересованы сказать правду или хотя бы отдаленное что-то напоминающее правду. А в противном случае лучше на них не ссылаться. Но погибло от 80 тысяч до 220 тысяч. Подтвердить, конечно, мы не можем точно данные, но от 80, это минимальная цифра, до 220 тысяч русских фашистов уничтожено на чеченской земле. Сколько их потом спилось, сколько их просто потом набилось в тюрьмах, сколько они потом друг друга поубивали по пьяни, когда туда выехали, у себя там уже испытывая там так называемый чеченский синдром, остается за кадром, да, поэтому мы не знаем. Но, конечно, 10 тысяч это ерунда. И к большому сожалению, украинские власти сейчас вроде бы перестали они это говорить, потому что, это как бы все серьезные люди, серьезные специалисты знают, что 20 тысяч это за несколько там месяцев было нами уничтожено, если не первый месяц войны было уничтожено. Только лишь за одну новогоднюю ночь, по-моему, было более 5000 уничтожено, если не больше, опять же. Только за одну новогоднюю ночь штурм был. Я видел огромное количество, сам лично, этих трупов в январе 95-го года. Сам лично видел. Сотни и тысячи просто усеяно. Но это не значит, что в эту ночь одни были уничтожены. Но видел очень много. Очень много. Так много, что ты не мог через них перепрыгнуть просто. Тебе нужно пройти здесь, а негде тебе ступить. Вот ты разбегаешься, прыгаешь, ищешь место, островки, куда можно ногой ступить.
перепрыгивают. На консервном заводе они были, в центре были, ну везде они были, в центре. Поэтому, конечно же, много очень убито, очень много было. И украинские власти начали там говорить, что очень много, что больше, чем в Чечне, там Зеленский об этом говорит. Ну, я думаю, если Украина говорит правду, и взялись говорить правду, то нужно говорить всю правду. Если не признаете Чеченскую республику Ичкерия, это я обращаюсь не к тебе, Ирланд, а к украинским властям, то хотя бы не пытайтесь принизить то, что было, если не хватает, не знаю, человечности говорить о том, что было сделано в Чеченской Республике, о геноциде там, и так далее, не испытывайте чувство вины, хотя многие украинцы испытывают чувство вины, а вот власти Украины, СБУ и журналюги разные, они не испытывают, они не говорят, они, ну подумаешь, там какие-то там чеченцы там и так далее, и так далее. Поэтому хотя бы не принижайте. Ну, принижать мы и не дадим на самом деле. На самом деле мы не позволим. И если мы противостояли столько лет этой российской пропаганде и лжи, и с оружием в руках, и словом, и делом, то, конечно, мы будем любому на этой земле противостоять. Любому. Поэтому мы не позволим. Но не хотелось бы, да, чтобы между нами была вот это обман, ложь, какое-то высокомерие, пренебрежение там, или еще что-нибудь. Нет, так дружеские отношения не строятся, которые зарождались еще со времен Голодомора, когда мы принимали украинских беженцев. Очень много есть украинцев, которые живут среди нас с тех пор. Смотрела блогера Елену Васильевну. Она живет в Финляндии. Знаете ли вы ее по деятельности YouTube? Нет, Эстелла, я не знаю, к сожалению. Асна, как ты упомянул Пашку Мерседеса, который хотел за 48 часов покорить Ичкерию? Стрим стал зависать. Да, я когда зачитал. Ну, они атакуют. Время от времени атакуют они. Хамза Акчурин. Как думаешь, Путин скинет ядерную бомбу на Украину? Я не знаю, что он сделает, но эта гнида способна на все. Но, знаете, одного обстрела, небольшого обстрела в Брянской области недостаточно. Ну, нужно еще поубивать русских. Ну, как минимум, несколько сот, если не тысяч, надо убить русских. Вот после этого можно будет. Ну, может, сейчас какую-то масштабную акцию сейчас Путин сделает и убьет еще русских, потому что, ну, как бы, это такая, ну, посмотрим, не будем сейчас забегать. То, что он убьет сейчас много русских, это будет сигналом к тому, что он сейчас будет что-то делать серьезное против Украины. Посмотрим. Минимум они там сами усохли, так. Не скинет душка ни у таксиста инфо 1000. Не скинет душка ни у таксиста инфо 1100%. Только гадит, но уже под себя. Дельдику. Останц. Гончаренко, Уцейр постоянно, Кадыров, главный ролях Волжсан, Порожняк, Натеж. Кстати говоря, я хочу тоже показать вам видео сегодня. Видео с канала Фриман Антитеррор. Нет, да, Фриман Антитеррор. Или просто Антитеррор. Короче говоря, я вам сейчас, не сейчас покажу, чуть попозже. Все, кто поднимает вот тему Кадыров, они являются соучастниками того, что антитеррор, не Фриман, просто антитеррор ЧРИ канал. Они являются соучастниками пропагандистского вот этого
действо, которое накручивают русские фашисты. Хватит уже. Украинская борьба за свободу, национально-освободительная борьба украинского народа, она намного выше какого-то там Пушилина, да, или Захарченко, правильно? Вот смотрите, у украинцев был Буданов. Это предатель, это враг и Украины, и свободной Украины, и чеченцев. Вот он приехал и убивал нас. То, что Кадыров не сделал сам лично, то, что лично делал Буданов. У него хотя бы душок был какой-то, в отличие от Кадырова. И этот Буданова мы замочили. Он зло, абсолютное зло. Вот в нем сконцентрировано все военные преступления русских фашистов, было сконцентрировано на Буданове, потому что он один-единственный. Он все сделал. От некрофилии, убийства, изнасилования, там, казни, пытки своих солдат, мирного населения, женщин, детей, убийства, расстрелы. Все в этом человеке было сконцентрировано. И он единственный, кто получил сроки, был единственный, кто наказан. И вот представьте себе, человек этот был гражданин бывшей Украины. Донецкий он был. И вот мы, чеченцы, забываем русских и говорим, да, вот Буданов какой. Он предатель, этот Буданов, если бы его наш герой Юсуп Хаджи Тимирханов не грохнул бы, он бы сейчас воевал бы в Украине, поверьте мне. И мы говорим, что ладно, Россию забываем, давайте на Буданова переключаемся. И все говорим про Буданова. Кстати говоря, вот эти разные пропаганда, русская пропаганда, она нам и пытается Буданова, они митинг проводят. Путь Ахмада Хаджи, это путь Буданова, хотят вот к этому свести. А путь Ахмада Хаджи Кадыру, это путь ФСБ и Путина. Вот что делать. И вот к чему сводили бы. И наша многовековая борьба против русского оккупанта должна была свестись к какому-то Буданову. Но это смешно ведь, правильно? Но мы побеждаем тогда в случае победы Буданова, получается. Нет. Война идет против русского оккупанта. И украинцы должны четко понимать, они сами себя не могут принижать, украинцы. Нельзя так делать. Я вам покажу, как относились все наши лидеры к Буданову, Кадырову. И будет ясно. Чуть попозже я вам покажу. Так, а какие были потери россиян в Первую Чеченскую войну по вашим оценкам? Витер, от 80 до 220 тысяч русских оккупантов было уничтожено на чеченской земле. Вы не ослышались. От 80 тысяч до 220 тысяч. Так, Ялан Серикбаев. Если бы Чечне помогли оружием, как Украине, то бы Россия никогда бы не победила. И вызывает восхищение то поколение чеченских войн, которое сейчас не хватает. Да, очень многие, к сожалению, из них погибли. Очень многие, к сожалению, из них погибли. Очень многие. Но есть еще живые. Мало. Они в основном очень все раненые и так далее, и так далее. Так. Или так. Я думаю, после войны в СБУ будет чистка. Откроют архивы и выводят много агентов. Надо бомбу просить на Москву, а Кремль разгромить дьявольское кладбище. Хотелось бы не ждать, пока произойдет это. Не ждать, пока война закончится. Потому что война может продлиться и несколько лет. А как на нашем опыте мы знаем, что русские воевать не умеют, но зато они умеют приводить разные спецоперации, пользоваться агентурой,
подкупами, шантажами там, и так далее, и так далее. То есть играть на человеческих слабостях. Это они могут. Поэтому мы потерпели поражение от их спецопераций. И сейчас эти спецоперации продолжаются против нас. И много полезных идиотов в этом участвуют, к большому сожалению. Но настает конец. Мы больше не будем. Много объясняли, разъясняли. Все, хватит. Мы тоже уже устаем разъяснять полезным идиотам. Теперь мы будем коротко тоже с ними разговаривать. Все. Сказал, не понял. Все. Чус. Еще журналист из Украины, Питер Вольф. Так. И ночью Бубош, блогер, подпевал. Салам, маршал, Масарга, добрый вечер. Вечер всем. Маршал Хильфре, маршал. Так, маршал. Чечня была, есть и будет независимым государством. Чечня не Россия. Да, Крупер, Чечения не Россия. Айдер, ты голос истины, ты зришь корень. Так, где тут Айдер был у нас? Так, God bless America. God bless America. Если бы нам весь мир помог. Ну, знаете как, я вам скажу. Некоторые говорят, что нам разная пропаганда хочет там преподнести, потому что мы чеченцы, там, потому что мы мусульмане, нам не помогли, а сейчас Украине помогают и так далее. Когда нужно было, косовским албанцам, мусульманам помогли. Мы знаем, боснийцев, мусульман убивали сербы, помогли им. Был суд над сербами. Когда это нужно было Западу, когда это нужно было Соединенным Штатам Америки, Великобритании и так далее. Конечно же, это помогло косоварам, это помогло боснийцам и многим людям освободиться из сербского вот этого, с этой тюрьмы народов. Но сейчас, когда это коснулось Украины, помогает Украине, не потому что они христиане, да, они по факту они разные христиане там, в основном и православные, и другие, и третьи. И дело не в религии вообще, дело в национальных интересах. Хотя, конечно, религиозный фактор тоже имеет значение, но он не имеет преобладающего значения, как нам пытаются там некоторые наши зеленые комиссары это преподнести. Это так, отклоняясь. Дело в том, на мой взгляд, я могу ошибаться, конечно, на мой взгляд, дело в том, что 40-миллионная Украина, если попадет в руки русских фашистов, это будет очень хорошая армия для того, чтобы пойти дальше завоевывать Польшу, страны Балтии, вплоть до Берлина, восточной части Берлина. Некоторые немцы этого не понимают, но понимание у немцев тоже начало появляться. Однозначно, 100%, вплоть до восточной части Берлина, восточной части Германии, она, как ГДР, принадлежит Советскому Союзу, так как в 1945-м заключили договор там, и вот с тех пор разделили мир, и мы хотим вернуться к этой системе мирового порядка, говорит Путин. Так как они планируют воссоздать свою империю, новую империю. И развал Советского Союза, они говорят, он был незаконен. Вот они хотят к этому вернуться. Но, увы и ах, этого не произойдет. Да, Аллах. И мы должны приложить максимум усилий. Именно поэтому помогают так Украине. Именно поэтому Запад понял, и американцы проделали огромную работу, объединив этот Запад, и это НАТО, и Совет Европы, и Европарламент, и все вот эти Гааги, Маги, и все другие международные институты по факту занимались фигней все эти годы. И фигней они занимались только лишь на одном примере отношения к Чеченской Республике.
Хотя, конечно же, если бы не Запад, если бы в первую очередь не Америка и Англия, ни одного чеченца русские не оставили бы в живых. Еще со времен Сталина. Даже тогда бы они нас. Даже тогда они нам сделали вид, что они делают депортацию. Не просто так убивали. Потому что им нужно еще как-то держать, сохранить лицо перед Западом и так далее. Нету у русских фашистов никакого лица. Не было, нет и быть не может. Поэтому, ну вот, они пытаются всячески сохранить. Поэтому сейчас, когда коснулось их, вот они начали помогать. И чем больше Путин пытается влезть в это, тем больше Запад будет поддерживать. И сейчас угрозой нанесения ядерного удара, угроза, она, конечно же, есть применением химического оружия, биологического оружия, ядерного удара, взрыва атомной электростанции. Они сделают вот все, что у них только возможно. Но если они это сделают прямо и будет доказано, что это делает Россия, американцы сказали, что это будет развязывает руки, ядерный удар развязывает руки для ядерной войны. Это тонкий намек на толстые обстоятельства, что, я думаю, должны успокоить быстро Путина. Поэтому я думаю, если американцы, англичане четко заявят, что никакого ядерного удара мы не позволим, надо это проговорить, это нужно сказать, это нужно провести определенные действия, то без сомнения он не ударит. Не ударит, потому что он трус. Он трус. Ну, посмотрим, что будет. Так, посмотрим. Да, мула, все будет хорошо, все будет отлично. Так. Все, что происходит в Чечении, происходит под руководством России. Россия – это империя зла и должна уйти из Чечении со всего Кавказа. Россия – это абсолютное зло. Абсолютно верно. Россия – это империя зла, это подавление всех прав, попрание самого главного права, права на жизнь. Россия – это мракобесие. Абсолютно верно. Так, Üç Libindeken. Очень много муфлонов. Так, 220 тысяч. Это минимум еще полгода войны. Витер. 20 тысяч для их общества незначительные потери. Да, Витер, вот он вот пишет, Витер. Да, Витер, это незначительные потери, но вы учитываете, что такого давления на Россию, при том, что было уничтожено от 80 до 220 тысяч фашистов на нашей земле, нужно понимать, что на Россию оказывалось очень сильное давление. И вот и в том числе из-за этого давления русские вынуждены были. Но перед тем, как они заключить с нами мирное соглашение, обманное мирное соглашение, которое они потом нарушили, они убили нашего президента. И только после того, как они его убили, они сели с нами за стол переговоров. Они убили Джохара Дудаева и сели с Асланом Масхадовым за стол переговоров. Поэтому им какая-то сатисфакция, да, для их удовлетворения, их кровавой сатисфакции им нужна какая-то будет. Убийство Зеленского это будет. Или еще что-то подобное. Им нужно будет это сделать. Ну или там уничтожение Мариуполя, уничтожение там Харькова там, и так далее, и так далее. Потом они будут... А сейчас давление оказывается больше. Нужно понимать, что то давление, которое оказывается сейчас, оно беспрецедентно. И время работает на Украину. 100% оно работает на Украину. И моральный дух у
у них все ниже и ниже, и я думаю, будет все дальше, будет падать. Главное, чтобы сейчас украинцы выстояли, морально-психологически, чтобы выстояли. И те обман, ну, такие ложные надежды, что эта война буквально сейчас месяц закончится там и так далее, они, мне кажется, они контрпродуктивны, нужно понимать, нужно взять волю в кулак, как сказал Джохар Дудаев, драться на смерть, нужно понимать, что война может затянуться на годы, и даже с уничтожением 200 тысяч, они будут всех ментов со всей России посылать. У них там миллион ментов, там, да, говорят, армия там, сколько-то там у них, 300 тысяч, 400 тысяч, там, 500 тысяч, 600, миллион, не знаю, сколько она у них. Ну, у них миллион милиция, полиция там наберется, да. Потом, вот, если вы были в России, да, вы, наверное, видели, в больших городах, во всех вот этих городах у них вот эти чоповцы сидят. ЧОП это тоже их армия, они их тоже забревают. Это все в основном все военнослужащие, там отставные, в запасе, там третье, десятое. Ну, вообще бездельники, которые просто могут только стоять охранниками у ворот, у дверей, там, в магазине, там еще где-то. Поэтому мяса много у них. Мясо они могут. Они мобилизацию еще не объявляли. Потом призывников. Они сейчас стесняются, что там призывников там мы не отправляем. Хотя отправляют. Ну, сейчас еще какие-то разговорчики идут. Но они быстренько отменят вот этот закон. Скажут, что это война. Мы ведем войну. Все. И отправляем срочников на войну. Срочники это тоже десятки, сотни тысяч. Просто нужно утилизировать всех, кто приходит на украинскую землю, не считая, если мы уничтожили от 20 до 220, то ну, вам нужно эту цифру, ну, как минимум, если вас больше, чем нас в 40 раз, и их на нашей земле одновременно, Басаев об этом говорил, было 420 тысяч. Загнано было всех войск просто завалить мясом 420 тысяч. Ну, это маленькая территория там и так далее. У вас они размазаны, ну, хотя они концентрируют их в определенных местах. Но когда они концентрируют в определенных местах, в других местах вы можете хотя бы передышку получить. У нас не было даже передышки. Ты не мог себе домой прийти, переодеться, искупаться там и спокойно переночевать. У нас люди, парни, которые воевали, они месяцами не снимали одежду с себя, когда спать ложились. Когда там купались, там один стоит на стреме с автоматом. Потому что когда ты ложишься спать, ну, чтобы тебя в штанах, ну, в кальсонах, чтобы тебя в плен не взяли, бывало, захватывают, заскакивают, там, караулят, стуканут. И ты не успел, ты спишь. Ты не успеваешь даже одеться. Или погибаешь, да, в трусах. Ну, это у нас как бы не престижно считается погибнуть без штанов. Поэтому даже не годами, даже месяцами не снимали одежду. Поэтому было очень тяжело, конечно. Ваша война, она, это такой, скажем так, пятизвездочный джихад в этом плане. Причем поддержка есть, все. Главное моральный дух. Моральный дух украинцев. Все у вас для этого есть. Против вас противостоит. А если бы вы знали, насколько ничтожным моральным духом враг перед вами вам противостоит, наверное, мне бы и говорить не пришлось бы об этом. Ну, я знаю, что моральный дух отличный у украинца, он на высоте, но вообще, если мы говорим об этом, просто упоминая, говорится, не потому что он низок там, или я где-то увидел его низок. Но будут и сдаваться некоторые в плен будут, и некоторые и бежать с поля боя будут. Это бывает, это везде есть. Но нужно понимать, что после победы, которая может в этом году уже закончиться, да, я думаю, в этом году все будет завершено. В этом году. Потому что больше России не хватит.
больше, как на 2 года войны в Чечне, ее не хватит. Они выдохнутся, им будет тяжело. Но для того, чтобы эта тяжесть их легче им не стала, их нужно бить. Бить, бить, бить. Везде. Везде их нужно бить. Так, очень-очень рад, Аслан, тебя видеть. До конца года Ичкерия будет свободна обязательно и навсегда. Василиус Андреадис. Дуже дякую, Василиус. Баркал тебе. Очень на это надеюсь. Очень на это надеюсь. Албанцам помогли и Европа, и США. Но, к несчастью, Чечня была не близко к Европе. Гибнявые оболгали Чечню. Да, Лариса Макарова, и оболгали. И нужно признать, при всем при том, вы, наверное, все, кто меня смотрит, знаете, что я всегда защищаю нашу сторону. Но, опять же, я признаю, нужно признать, наше руководство, политическое руководство, совершило массу ошибок. В том числе президент наш Аслан Масхадов, на мой взгляд, пусть милостивится Аллах над него, примет его священную газават, его в этой борьбе. Он отдал самое ценное, свою жизнь на этой войне. Но, чтобы больше мы не повторяли ошибок, мы должны извлекать уроки из ошибок. Тем более президент, он избирается и публичный человек. И я считаю, он тоже совершал ошибки, как все люди совершают ошибки. И он совершил тоже очень стратегические ошибки. Он поверил русским. Он поверил русским. После 2 лет войны против них он им поверил. Это был очень искренний, наивный человек, к большому сожалению. И многие другие наши лидеры, другие наши люди, еще, знаете, у нас у чеченцев, как имам Шамиль, он дагестанец сам был, которого мы приняли и сделали его своим лидером, просто чтобы не избирать среди себя, он был с опытом войны там у себя в Дагестане, сказали, что религиозный очень хорошо знал, и сказали, ну пускай побудет, как русских выкинем, прогоним его, отправим его в Дагестан. Так как русские остались у нас надолго, и Дагестан не освобождался, и война затянулась, имам Шамиль укрепился вокруг себя, своих дагестанцев собрал, он задержался на 25 лет, а потом сдался русским в плен. Вот он сказал как-то, у вас у чеченцев нету ямы, вспоминая те самые зинданы русские, которые они приписывали нам, ямы для преступников и пьедестала для героев. И с этим у нас реально была определенная беда. И вот этих преступников, разных преступников, которые служили русским и так далее, мы их не наказывали. Прощали. Но я никого не убил, он, например, говорит. А кого убил, мы же не знаем, не проверили. Ты же не можешь, если не провел всестороннего, объективного расследования. Вот у нас бывали вот такие вот вещи. И было много совершено ошибок, к большому сожалению. И мы пошли на поводу. Посмотрим. Да, мол, все будет хорошо. Теперь будем наказывать. Поименно, кто бы это ни был, где бы он ни был, будем наказывать. Да, мула. Сколько комментариев тут написали уже. Так, Дае Реальти, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, Дае, Машуаль. Так. Ирлан Серикбаев. Мне кажется, Чечня первая выйдет из состава России. Чечня никогда не входила в Российскую Федерацию, Ирлан. Пожалуйста, как с термином чеченская война там и так далее,
Будьте корректны в своих выражениях. Это не так. Мы никогда не входили. Мы временно оккупированы. И мы должны быть деоккупированы. Мне оповещение даже не пришло. Но так бывает. Евгений, 100 пудов так, Аслан. Все эти международные суды в Гааге, ООН и прочие, это сборище страдающих от немощи. Только трибунал стран-победительниц. Да, Евгений, да. Аслан, объясни, пожалуйста, кто такой Каспаров и Гордон? Многие в Украине слушают их. Каспаров имперец и агент КГБ. Он бы не смог продвинуться в шахматах без влияния КГБ. Гордон делает все доллар с лицем. Делает все доллар. Ничего, не до конца понял, Эд. Эд, давай завтра или послезавтра обязательно отдельно про и Каспарова, я не знаю, но вот про Гордона я и его друга, его наставника Кобзона, я сделаю видео обязательно. Я просто не подготовился сейчас, чтобы это обсуждать. Каспаров это тот же имперец, я могу сказать. И посмотрим, поговорим про этого, как его, про Гордона. Так и было. Ассаламу алейкум. Ва алейкум адудавлютук машур. Асан, как ты думаешь, Ичкерия будет интегрироваться в Европу после независимости или у нее свой особый политический путь? Васильевс Андреадис. Привет из Харькова. Харьков, приветствую. Конечно же, Васильевс, конечно же, без сомнения, Ичкерия, часть европейского континента, мы будем интегрироваться, и другого выбора у нас и пути нет. И все вот эти ложные пути, которые нам вбрасывали все это время, они нам неприемлемы. Кавказ весь должен интегрироваться и двигаться в сторону Европы. Единственное, я не могу отвечать за весь Кавказ, я могу сказать за Чеченскую республику Ичкерия. Отец-основатель Джохар Дудаев и со своими товарищами заложил государство, в котором мы демократическое правовое государство. И мы будем, в соответствии с Конституцией 92 года, двигаться в этом направлении. Другого пути нет. Другие пути – это путь в никуда. Это путь к войне, к разрушениям, к страданиям людей. Все, хватит. Я думаю, чеченский народ набрался уже мудрости, опыта, чтобы больше не повторять этих ошибок. Вот это, как правильно тут выразился вот, антитеррор ЧРИ у себя, я вам покажу это видео сейчас, где он говорит, что ложная религия, вот этот ваххабизм, который нам навязывали, хватит вот эти талибанское вот это движение, ваххабизм, саудовское движение и так далее. Мы, мусульмане, до конца существования земного света мы останемся ими. Никто нас не пытается их переделать или переубедить. Но мы чеченцы. У нас есть национальность. Эта национальность нам дана Богом. Она дана нам даже раньше, чем была дана нам наша религия. И мы должны придерживаться ни арабской, ни пуштунской, ни какой-либо другой идеологии, а придерживаться своей чеченской идеологии, преследовать свои национальные интересы. А национальные интересы наши гласят, что, находясь в Европе, Кавказ – колыбель европейской расы, европейского человека, мы часть европейской общины, и мы будем знакомить красотой, добротой, гуманизмом, человечностью. Будем знакомить немусульманские культуры, мусульманской нашей культурой, чеченской культурой.
и жить в Европе, и обязательно, как и страны Балтии, войдем в Евросоюз, обязательно войдем в НАТО, это единственное спасение нас от фашистской России, ну и от других империй, которые появляются на этой земле. Вот я думаю, обязательно. Другого выбора у нас нет. Так, друзья, я перемотаю, извините, если что. Просто я много говорил. Разведка вам нужна, ичкерийский Моссад, чтобы находить преступников по всему миру. Файтер Израиль. Да, нужна файтер. Обязательно. Ассаламу алейкум, Масарга, доброго всем вечера. Ва алейкум салам, Вильпес, Машвой. Латентно хоббит. Салам алейкум, слава Ичкири, героям слава, алейкум салам. Хорошо, что гибнявое государство быстро идет к своему логическому завершению. Я очень рад, что они получат по своим заслугам и очутятся на скамье подсудимых. Путлер капут, Ичкерия навсегда. Да, Алмула. Тутаев. Дудаев сказал, что чеченцев ногчит только демократия. Да, вот помните, мне позапрошлый стрим парень задал вопрос. Так, забегают они, чтобы потом вырезать эти куски у меня, и из этого делать меня врага мусульман там, и так далее. Много чего они про меня придумывают, но это им не помогает, несмотря на это, потому что это никак не влияет на мою позицию, а если она не влияет, я буду продолжать заниматься тем делом, которым я занимаюсь. И он мне говорит, ты за шариат или за современное что-то? Я ему долго объяснял там и так далее. Потом я думал над этим вопросом. И знаете, он ошибается в обоих случаях. Вообще ложный вопрос он задает. Шариат для мусульманина, для чеченцев понимание, шарк, это закон. Закон, которым мы должны придерживаться. Тот закон, который утверждает наше общество. Наше общество утвердило нашу конституцию. Мы договорились и согласились. Более того, мы избрали президент-парламент. Более того, мы сражались под этим флагом, который вы видите. Вот этим флагом. И мы под лидерством президента Джохара Дудаева. И такой поддержки, как у Джохара Дудаева, не было ни у одного президента, которые были после него. Значит, этому президенту верили. И так сражались, как никто никогда в жизни не сражался. И вот он задает вопрос, шариат, закон то есть, или современное что-то. Человек или не понимает, или делает вид, что не понимает, что он говорит. И значит, мы живем в соответствии с законом, который не противоречит заповедям Божьим. И у нас есть конституция, основной наш закон, он не противоречит. Очень хорошая конституция у нас была, не нужно было туда вносить изменения в угоду пропаганде разной, которая была. И нужно это все убрать и вернуться к 92-й конституции 92-го года. И вот он говорит, к шариату или современное что-то, он говорит. Но и конституция, и шариат, и демократия, которая у нас есть, она у нас сотни и тысячи лет, эта демократия. И он это говорит, как будто это что-то современное. Оно не современное. Для чеченцев оно не современное. Для русских может быть оно современное. Может для каких-нибудь других народов демократия это что-то современное. Для чеченцев ничего современного в демократии нет. Чеченцы сотни и тысячу лет жили при демократии. Когда они приняли ислам, они немножко подкорректировали вот свою демократию и жили дальше опять же при демократии. У них не было халифов. Халиф это царь, который живет
всю жизнь у власти, и его закон, его слово важнее слова всего народа. Ну разве в чеченском обществе это приемлемо? Нет, у нас мы этим гордились, что у нас никогда не было никаких руководителей, да, пожизненных, там, монархии не было, дворянства не было. А ведь формируется из этого дворянство, потом начинает формироваться. Даже у нас некоторые, не некоторые там, в единичном экземпляре, даже президентские дети начинают себя кем-то возобновлять. Не говоря уже, если бы там всю жизнь амиром, если пробыл бы чей-нибудь папа, как это выглядело бы. Как какой-нибудь там Башар Асад или Саддам Хусейн или еще кто-нибудь, который всю жизнь управляется у власти. В каких-то странах что-то приемлемо. Но в нашем обществе, в нашем государстве это неприемлемо в чеченском государстве. Да, чеченец промолчит, если ему говорят, вот религия тебе велит там туда-сюда. Он, чтобы не спорить лишний раз, потому что чеченцы набожные люди, верующие люди, искренние, наивные люди. И когда нам говорят, особенно если это касается религии, ну, мы не можем подумать, что человек может нам врать. Было такое время, одно время в Москве, и вот на этой фишке отпускали люди бороды и занимали деньги, кидали, иншаллах, машаллах. Ничего, правда, не изменилось. Сейчас то же самое. Сидят, бороды отпускают, иншаллах, машаллах. Все, это 2-3 слова не знают и дурят. А чеченцу кажется, и вот колодцы, помните? Вот есть, дагестанцы есть какие-то, блогеры там сидят, колодцы там поддерживать, там делают фонды, там бабки рубят. Иншаллах, машаллах, там туда-сюда, там и так далее. И все. Дальше ничего не идет. Вот возникают такие вещи, когда тебе объясняют, что колодец, сколько из него будут брать воду, столько тебе будет, типа, плюс тебе в этой жизни будет. Ну, конечно, будет, но никто не спорит, да, это так. Но у тебя дома, в Чечне, люди умирают просто, их сажают незаконно, в тюрьмах гнобят просто очень жестоко. Да, в тюрьмах они там, может, кто-то чефир пьет, может, сигаретку курит. Иншаллах, машаллах, может, не всегда говорят. Но он-то твой по крови, по нации, там, пострадал от горя, от общей беды пострадал. И на это как бы не обращается внимания. Но это такие вещи, короче, которые нужно очень аккуратно разбирать. Подходить к этому аккуратно нужно, внимательно подходить к этому нужно. И не бросаться с головой. Вот, да, как говорят, научи дурака Богу молиться, он лоб расшибет. Уже модно стало, вот у тебя здесь должны быть пятна, ты должен наговорить. Некоторые, да, у кого-то кожа бывает здесь мягкая, нежная, там, если ты чуть-чуть постоял, она у тебя. Кто-то искренне там постоит, поддержит, она у него там мозоль натирается там или пятно бывает. А кто-то специально это делает, целенаправленно, чтобы показать, какой он набожный, какой он верующий. Это спекуляция религии. Религия и государство должны быть разделены. Когда была война, когда наши партизаны были в горах, они также пребывали в информационном относительном вакууме, и пропаганде подвергались также. И люди по-разному себя чувствовали, вели. Но когда уже сопротивление фактически сошло на нет, и все вот эти симулякры, фейки, которые создавались против нас, мы их раскусили, уже они стали очевидны, то мы должны понимать, что люди, которые живут в демократических государствах,
и призывают настроить какие-то пуштунские, талибские движения или саудовские какие-то движения. Не совсем там все четко. Турция – это демократическое государство, светское государство. А если нет, почитайте Ататюрка, которого они почитают. Вот такие вот простые вещи, которые нужно будет разжевывать и объяснять. Разжевывать и объяснять. Ну, посмотрим. Посмотрим. Объясним, да, Алмула. Но уже без без иллюзий, да, чтобы не думали, что будем с кем-то больше кокетничать, больше не будем. Хватит, накокетничались. Накокетничались. Да, вот. Аслам, подтверждение твоих слов. Чечня не участвовала в приватизации и народ не получал ваучеры. Да, это абсолютно верно. Спасибо, что ты напоминаешь об этом. Абсолютно. Мы не получили долю от советской части при приватизации. И нам она полагается, эта доля, до сих пор. Чечения тысячелетий была демократической. Нам не привыкать. Да, Шульдамак, именно так. Аса, я так и думал, и очень это поддерживаю, как человек со стороны. Спасибо, Василиус. Именно так. Аса, как ты думаешь, возможно, что в Ичкерии выбрали президента еврея, как Зеленского? Эд, я не знаю, я пока не могу сказать. Возможно все, в принципе, возможно все. Нужно просто чеченцам объяснить, показать, дать 25 лет им чуть-чуть прийти в себя, показать мир, дать им образование. У нас люди не образованы. Знаете, в чем проблема? Я не хочу никого обидеть, но когда я что-то рассказываю, мне кажется, что это в порядке вещей эти вещи. И я сталкиваюсь с таким непониманием, что я начинаю подозревать его в какой-то вражеской подрывной деятельности. Он просто дурак, оказывается. Я потом только дотюкал, что просто человек он не понимает, что ему говорят, что просто он даже не сталкивался. А у меня в голове нет, что человек этого может, взрослый человек этого может не понимать. Вот проблемы у нас немножко возникают с этим. А так, конечно, возможно. Конечно, возможно. В демократическом государстве любой человек, и русский, и еврей, и армянин, любой гражданин Чеченской Республики, который, по-моему, родился или имеет паспорт гражданина Чеченской, прожил там, не знаю, сколько-то лет, я не помню сейчас этих моментов, имеет право баллотироваться и стать президентом. Полицейские во Франции избили женщин в хиджабе, говорит Грут. И что? А за что их избил? За что их избили? Что там произошло? Полицейские во Франции избили женщин, там, я не знаю, в кроссовках. Была бы такая новость. Давайте разъясним, за что их избили. Надо более развернуто. Эд, если он будет настоящей ночью потрет свою родину Ичкерия, то, конечно, почему бы нет, Фрейя Роки. Вот тебе ответ. Эд. Шариат – это шир адат, старый закон, да, старый адат. Робин Асламбей, салам алейкум. Алейкум салам, Робин. Асан верно выразился по поводу шариата. Так, да здравствует шариатская Норвегия, батила.
Так, в Дубае жена шейха сдернула с себя хиджаб и смылась в шариатскую Англию. Батила. Так, Асан, все верно. Ногчи всегда были самый демократический народ по-настоящему. С принятием ислама подкорректировали наш адат под ислам. Причем наш адат и культуры тесно сливаются с исламом. Да. Так, отношение к мусульманам. Так. Чтобы познать Аллаха, надо познать себя. Все своим именем. Так, друзья, смотрите, я бы хотел вам сейчас показать. Сейчас почитаю комментарий Чечня не Россия. 300 шоду ласкивай дойш была. Тага ногчи статушка Израиль террорист асачдук. Асбог цанги хундю террорист бусал нахбой шуи бог ногчи бусал бацтиш. Да, ищется до царь, тергал. Ну ладно. Друзья, я вам хотел показать одно видео на канале Антитеррор ЧРИ. Это очень интересное видео. И на этом я свой стрим закончу, сегодняшний стрим. Сегодня он выложил у себя на своем канале Антитеррор ЧРИ. Подписывайтесь на этот канал, кстати говоря. И для тех, кто нам пытается Кадырова, Мудырова сделать там главной персоной, на которую пытают повесить всех собак. И очень интересно, давайте посмотрим. И на этом наш стрим я свой сегодняшний заканчиваю. У нас целое поколение, дети войны, школы были разбомблены, учителей не хватало. Зато ваххабистские школы процветали. Да, взяли вот наших вот этих людей. Ну и еще есть люди, которые целенаправленно работают на русских фашистов. Так, друзья, на этом наш стрим заканчивается. Посмотрите это видео, оно несколько минут. Это очень хороший, такой качественный, информативный ролик. Важно и украинцам тоже его посмотреть, друзья. Очень важно. Посмотрите обязательно. Так. Включаю. И откланиваюсь. Так, камера отключена. Всего самого хорошего. Подождите. Всего самого хорошего. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Слава Украине, слава Ичкерии. Все будет Ичкерия. Адикёль, маш, оль. До свидания, друзья. Ассаламу алейкум. Столетиями они лгали, грабили и убивали. Пока однажды не оказались среди элиты. Их высокое положение коренилось не на благородстве крови, а на безжалостном кровопролитии. Настоящая сила не в бесстрашии на поле боя. Настоящая сила в понимании, кто твой истинный враг. И как его победить. Знаю, о ком вы говорите, говорите об одном из руководителей наших регионов на Кавказе. Понятно. Я лично с ним разговаривал по этому вопросу. Но, вы знаете, давайте исходить из реалий нашей жизни. Каковы эти реалии?
Кто этот человек, о котором вы говорите? Да, он сегодня руководитель одного из регионов Чеченской Республики. А с чего он начал? Он воевал с нами в лесу. Вы не забыли про это? С оружием в руках. Где он воевал? Одно место, скажи. Рамзан Кадыров обещает свой срок укоротить. А кто такой Рамзан Кадыров? Я такой человек, до 2001 года вообще Рамзан не слышал Кадыров. Я знал Люлю Кафырова. Что Люлю по-чеченски означает мунштук. Человек, которого зовут мунштук, соответственно, цену имеет. Он может говорить что угодно, но у нас сейчас по этому поводу в Чечне говорят, поросята хрукает, джихад идет. Друзья, я бы хотел еще сделать дополнение к тому, что сейчас этому видеоролику. Увидев объявление про Медведчука. Медведчук надутый, хоть он был очень влиятельным человеком в Украине, это был агентом ФСБ. Агент никогда не будет ровнее действующему сотруднику ФСБ. И вы увидите, что русские не обменяют его. Хотя создавать какую-то видимость будут, может быть, хотя это очень доверенный человек к Путину. Но имейте в виду, что агент это всего лишь агент, какой бы он раздутый мыльный пузырь не был. Это уже так, от меня вставка. Приятного просмотра, Адикюэль. Пусть этот поросенок хрюкает, посмотрим, кто кого убьет и что будет. Единственное, что мне нравится и с чем я согласен с его отцом, так это он выдвинул лозунг, дал пусть победит справедливость, правда. Вот это я поддерживаю. Пусть восторжествует правда. А среди его людей довольно много тех, кто воевал раньше на этой стороне. Не означает ли это, что подразделения Кадырова они более эффективны, поскольку лучше знают обстоятельства, людей? Честно сказать, они на нашей стороне тоже не воевали. Тот же этот Кафыров, где он воевал? Одно место, скажи. Это люди, которые бегали вокруг войны, в ту войну, в эту. Некоторые с самого начала уж некоторые, но люди и по складу характера разные, и по степени богобоязности люди разные. Аллах одинаково никого не создал. И многие туда вначале стремились, вначале и насильно их туда заставляли, потом многие туда стремились в надежде обрести хотя бы мнимую защиту именно от российского беспредела. Но если собака раз на цепь села, ее не спускает, поводок всегда укорачивает, чтобы сильнее лаяла. Вот этот процесс происходит. А то, что они там хорошо воюют, мне бы очень хотелось, чтобы вообще все российские войска в количественном составе заменяли бы такие вояки, нам легче было бы воевать и удобнее было. Но все самое плохое в том, что это так называемый процесс чеченизации, он успешно вот за счет этих тварей используется. Именно за счет. Сейчас уже про геноцид и про беспредел, устраиваемый российским сбродом, здесь никто практически не говорит. Хотя сейчас, процентов 60, похищений, убийства, без несудебной казни, все это на счету российских войск. Процентов 30-40 на Кафыровых, Ямадаевых и прочих. Но сейчас по рекламе все 100% на них. Они свою работу делают, знаешь. И про них Ермолов сказал, Ермолов.
которому сейчас при Кафыровых поставили на Уре памятник. Он сказал, эти чеченские милиционеры самая ненавистная нами, ничтожнейшая часть этого разбойничего чеченского общества. Но мы используем их, чтобы сеять между ними рознь и вражду, и поэтому они нам нужны. Вот эти слова обо всем говорят. И об их воинской, так называемой, доблести и прочем. И об их геройстве. В общем, они недостойны обсуждения. Пустая трата времени на пустое место. Что-нибудь про другое. Да. Расман, считаете ли возможным для себя ведение прямых переговоров с пророссийским руководством Чечни Аллу Алхановым, Рамзаном Кадыровым? Если да, то в каком формате, по вашему мнению, должны происходить? Хотелось бы привести пример общий, понятный для всех. Если, скажем, свора собак вашего соседа на вас нападет, то, я думаю, вы именно будете решать вашу проблему, разбираться с хозяином этой своры. А вести переговоры животным, собакам нет никакого смысла. Они исполняют их непочетную, недостойную, обычную роль марионеток. И если надеяться на то, что они смогут что-то решить, мы не только оскорбили бы честь и достоинство наших павших шахидов, но и всего чеченского народа. Что они могут сделать? Какую проблему они могут решить? Потому что все, что они делают, именно с разрешения и Кремля, и спецслужб России, а сами по себе никогда ничего не решали, не решают и решить не смогут. Поэтому мы в этом вопросе должно быть правильное понимание. Это не наше нежелание прекратить боевые действия, потому что вести переговоры с такой сворой смысла нет.